Сделать весь правильно. Просмотр. Все, добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей химии. Тема нашего заседания сразу в повестке: развитие потенциальной одаренности учащихся. Мне очень хорошо, но начну с объявления, чтобы в течение заседания подумали над вопросом, над следующим. Ресурсный центр 7 апреля ориентировочно будет проводить семинар для учителей химии и биологии. Рабочее название: актуальные проблемы методики преподавания. И учителя, неправильно говорю, преподаватели, которые будут работать на этом семинаре, просили передать вам пожелание, просьбу, чтобы вы их вывели на те вопросы, которые интересны будут учителям химии и биологии. И если в ходе вот сегодняшнего заседания у вас возникнут идеи по тем вопросам, которые нужно будет рассмотреть, то здесь мы пообщаемся, а которые смотрят нас дистанционно, пожалуйста, пишите в чат или пишите на мою почту, которая есть на сайте «Открытое образование», какие вопросы вам было бы интересно рассмотреть на семинаре, который будет 7 апреля. И мы с вами начинаем наше заседание. Повестка у нас сегодня большая, ориентировочно 6 вопросов. И все вопросы, которые сегодня будут в выступлении звучать, они все из опыта работы педагогов в Республике Коми. Все вопросы, связанные с организацией урочной и внеурочной деятельности детей. И первое слово хотелось бы предоставить Поповой Светлане Александровне, учителю химии города Сыктывкар. Тема ее выступления — возможности Всероссийского образовательного центра «Сириус». Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот как-то, а можно мне как-то свернуть? Вот я буквально на прошлой неделе вернулась из образовательного центра «Сириус», который находится в Сочи. Ну, несколько слов. Вспомнила, что мышка не работает. Несколько слов. Значит, сам центр находится практически в Олимпийской деревне, через дорогу от Олимпийской деревни. Во время Олимпийских игр там был 5-звездочный отель, который потом по решению президента был передан вот под такой творческий центр. Мало того, значит, отель этот, он, конечно, внутри прекрасно оборудован, и условия проживания очень хорошие, и питание замечательное. Но кроме этого, у Сириусового образовательного центра есть еще одно большое здание, где проводятся практические работы, и вы увидите сегодня, вот, как проводятся эти практические работы, где, в каких условиях. Как можно попасть в Сириус? Первый вопрос, который мы сразу же задавали. Если вы откроете сайт самого Сириуса, можете набрать «Сириус Сочи», сразу выходит этот сайт, и там несколько закладочек о Сириусе, как попасть педагогам, выпускникам, лекториум и парк науки и искусства. Сразу скажу, что в лекториуме очень много интересных лекций есть. Есть лекции по организации проектной деятельности, 2 больших лекции. Есть очень интересные культурологические лекции. Посмотрите, там что-то можно выбрать для себя. Не обязательно это будет по химии, не обязательно это будет по биологии. Там есть просто общеобразовательные, очень интересные вещи. Итак, из того, что у меня было, как сделать форму? Сделайте, да? Из того, что у меня было, сразу скажу. Вечерний Сочи, потому что днем практически мы в город не выходили. Времени у нас не было, практически не было. Ну вот, висит, да? Какое-то битое видео. Да-да-да, подвисает. Ну, нет, не пойдет, наверное. Может быть, в интернете его найдем? В интернете не найдем. У меня нормально жесткий фильтр. Это, скорее всего, компьютер. Это видео 4К. Ну, зачем? Не пойдет, зачем да? носить 4К видео, да?
На YouTube не найдем это видео? Нет, я не закачиваю на YouTube. Давайте, А, давайте я тогда, мне очень хотелось, чтобы вы посмотрели, действительно очень хотелось, но давайте действительно я, может быть, закачаю это все в YouTube, и там ссылочку на свою почту я просто сделаю ограниченный доступ. Вы мне напишите, я сделаю ограниченный доступ, но для этого нужно будет зарегистрированную почту иметь на YouTube. Я думаю, что у всех она есть, потому что телефон, когда вы открываете смартфон, регистрируете, там обязательно должна быть эта почта Gmail. Вот. Вы посмотрите сами эти ролики. Конечно, условия просто потрясают воображение, что я там увидела. Вот. И первый вопрос, который у нас возник, как попасть. Итак, как попасть? Первое. Значит, обязательно ученик должен выслать туда свое портфолио. Вот тут, где есть закладочка, может быть, вы мне откроете тогда хотя бы сайт Сириуса. Я тогда покажу это все. Значит, прямо на сайте Сириуса я знаю, что есть образовательные учреждения, как правило, это инновационные учебные заведения, в которых отслеживают одаренных детей, проводят анкетирование, проводят диагностику. Там с этим делом немножко попроще. Вот как быть в общеобразовательных школах? Конечно, мы все знаем своих детей и знаем, кто мог бы. Итак, первое. Вот открываю закладочку. Как попасть? Как попасть? Критерии отбора. Все делается онлайн. И начинаем с критериев отбора. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь есть несколько разделов. Во-первых, могут попасть дети по разным направлениям. Направление обучения спорт. Направление обучения... Я какая-то криворукая. Есть направление наука, есть направление творчество, есть направление литература. Вот все это вы тут увидите. Нас больше сейчас интересует направление наука. Итак, узнайте больше о критериях отбора на обучение по направлению наука. И посмотрите, пожалуйста, здесь очень много критериев, они все детально прописаны. Первое, на что следует обратить внимание. Конечно, лучшие шансы имеют дети, которые победили во Всероссийской олимпиаде школьников не ниже регионального этапа. Понятно, что здесь физмат-лицей. Только физмат-лицей. Здесь у нас конкурентов нет. Вот. Может быть, Ухта. Вот сейчас к уфтинским учителям я обращаюсь. Там замечательный лицей имени Рассохина. Может быть, Усинск. Там есть очень сильные школы. В Воркута приезжали очень сильные дети на химический турнир. Вот. Там, скорее всего, будут такие дети и есть такие дети. Вот они могут подать заявочку вот туда для того, чтобы попасть вот в этот образовательный центр. Дальше. Что еще нужно иметь? Научные руководители. Туда могут поехать и научные руководители, если соберут группы. Дальше. Критерии победители. Результаты олимпиад всероссийского уровня и первого уровня перечня олимпиад собственного проекта научно-технического или исследовательского характера. То есть вы понимаете, что это должен быть какой-то известный конкурс, допустим, конкурс имени Вернадского, еще какой-то конкурс. Здесь они, кстати, есть список, вот здесь вот список олимпиады и конкурса, список номер 2, по которому мы выйдем и мы увидим, какие олимпиады и какие конкурсы. Значит, олимпиады. Олимпиада имени Эйлера, олимпиада имени Максвелла, это, скорее всего, физики. Московская олимпиада школьников по физике, математике, химии. Но что касается Московской олимпиады, если вы смотрели задания, то там уровень заданий очень сложный. Вот буквально сегодня мы на курсах по подготовке экспертов ЕГЭ говорили об этом с Оксаной Романовной, преподавателем физико-математического лицея. Она сказала, что в этом году в 11 классе были задания 4-го курса Московского государственного университета. То есть задания сложные. Дальше турнир имени Ломоносова и так далее. Вот все конкурсы, которые вы здесь видите, они есть. На что стоит обратить внимание? Всероссийский конкурс научных работ школьников юниор.
Это конкурс профориентационной направленности. Там разные профессии, направления разные. И вот шансы есть. У нас были учителя, у которых были победители, призеры этого конкурса. Значит, поучаствуйте, посмотрите. Дети говорят, с удовольствием участвуют в этом конкурсе. Посмотрите. И вот здесь, вот на этом сайте, посмотрите, пожалуйста, здесь очень много олимпиад и конкурсов, которые можно выбрать для участия, для портфолио. Итак, значит, понятно, что это для детей 9, 10 и 11 классов. Но у нас вызвало вопросы. Значит, были дети, вообще смена заезжает каждый месяц, 1 числа, 24 дня длится смена. Для детей все абсолютно бесплатно, включая дорогу, питание, проживание, одежду, там внутри, в этом образовательном центре. Единственное, что их сопровождающие туда привозят, в аэропорту их встречают, все абсолютно для ребенка бесплатно. Значит, дети там находятся по режиму дня строго регламентирован, у них расписано все буквально по минутам, 15 минут здесь, 15 минут там. Вечером у них обязательно посещение спортзала, посещение бассейна, вечером какие-то культмассовые мероприятия, все это у них есть, но львиную долю времени занимает учеба. В разных формах, но это все учеба. С собой ребенку нужно взять только тетрадочки, тут написано на сайте, и канцелярские принадлежности. Ребенок может попасть туда через год. То есть не один раз в жизни, как это бывает в Артеке, чаще всего, вот съездил в Артек и больше не поедешь, то туда можно попасть через 11 месяцев после того, как ты был там последний раз. Шансы есть. И как сказали нам организаторы, они сказали вообще, что цель вот таких мероприятий – это, конечно же, отбор детей для международных олимпиад. Подготовка и отбор детей для международных олимпиад. Согласитесь, есть такие дети и у нас, и в обычных школах есть такие дети, которым надо расти. Значит, вот критерий отбора. У нас вызвало большие вопросы, как попасть восьмиклассникам, потому что была группа восьмиклассников. Причем мы заходили на занятия, вот тут бы вы увидели, я даже специально записала, вот что у них было на этом занятии. У них было что-то вроде игры викторины, и были уже орбитали, 1С орбитали, они там правильно говорили, то есть вот опережающее обучение, там оно идет. Лекции читают преподаватели Московского государственного университета. Вот когда мы были на практическом занятии, лекции читал Дроздов Андрей Анатольевич, да, сам в аудитории. Читают аспиранты и студенты старших курсов Московского государственного университета. И лекции достаточно сложные, уже такого уровня, уже достаточно сложные. И по спектроскопии, и по хроматографии, все разбирается на этих лекциях. Значит, спрашивала я отдельно у организаторов, а что если есть дети, вот появляются дети, которые не хотят ходить куда-то, они говорят, ну, практически такие не приезжают. Если такие попадают, то сразу на заметочку и вызываем родителей, чтобы таких детей забирали. Вот они сказали, такое бывает крайне редко. Вот, потому что дети приезжают очень мотивированные. Значит, что еще обращает внимание? Технопарк, который находится отдельно. Там во время Олимпиады был медиацентр, огромнейшее здание, огромное просто здание, там оно немножко похоже, знаете, на такой длинный ангар, только он снаружи очень так красиво отделан. Там находятся самые разные мастерские и лаборатории. По химии только 11 лабораторий, самые разные направленности. Но я снимала все. Поверьте, пожалуйста, что я была с детьми в середине декабря в Коми-научном центре в Институте химии. У нас, по-моему, такого оборудования нет в Институте химии. Вот это я вам честно говорю. Обратила на себя внимание, только в одной аудитории по биохимии стояло 3 ламинатора. Это тяга, обычная тяга, которая обеззараживает все ультрафиолетом. 3 вот таких стояло в одной лаборатории. Я вам скажу название практических работ, которые выполняют дети, вам все станет ясно. Допустим, разделение белков методом ПЦР, иммуноферментный анализ, разделение белков методом электрофореза и так далее.
При нас дети делали обычные работы, которые мы с вами. Вот я такие работы выполняла на первом и втором курсе. Аналитика. Я вам сейчас пущу вот эти вот книжечки, нам их дали каждому в руки. Значит, если кому-то интересно, ну, мне сказали, нас еще раз предупредили, что это интеллектуальная собственность, но в электронной форме скинули. Значит, если кому-то интересно, я могу вам это вот скинуть. Значит, и вот здесь вторая часть, здесь органическая химия. Вы посмотрите сами уровень. Дети все это делают, включая восьмиклассников. Восьмиклассники, вот когда мы посещали занятия, у нас было курсы были с 4 по 9 число, то есть только самое начало, они получали кристаллы. И вот тут вот на видео, там на видео вы сами увидите, вот эти вот кристаллы они выращивают, там все в стаканчиках, во льду, все это красиво, все это, вот. Вы увидите, девятиклассники смотрели, как меняют окраски соли ванадия. Ванадаты, самой разной степени окисления, все это им объясняли, вот такие. Что еще интересного мы увидели? Значит, там лаборатория не только по химии, там лаборатория по биологии. По биологии настолько интересно. Во-первых, там целая территория, такая небольшая территория отведена под небольшой ботанический сад, где проводятся испытания. Капельный полив. Прямо приводится, растут растения, большие монстера, капельный полив на капельном поливе. Растения, которые произрастают при постоянной заболоченности. Условия созданы, все это видно. Но мое изумление вызвали растения, знаете, подвешен горшок вверх дном, и он подвешен вот так к потолку. Их много таких растений. И как хорошо видно, как растение тянется кверху. Удивление вызывает, как поливать. Да? Оказываются специальные горшки, в которых в донышке вот такой вот стерженечек, и когда высыхает, этот стерженечек начинает торчать, его видно. Но как полить, я так и не сообразила. Я это смотрела. Самое разное освещение, высаживают разные культуры растений. Какие опыты они проводят, я честно скажу, так до конца и не поняла. Я поняла, что проростки они получают, но куда они их потом употребляют, не знаю. Очень большая лаборатория, биологическая лаборатория. Есть модели нервной системы, когда ты проходишь, это все сделано из мха. Когда ты проходишь мимо датчиков, это все начинает шевелиться и показывает реальную модель нашей нервной системы. Есть модель умного дома. И есть такая темная комната, куда заходишь, и вот по кругу этой темной комнаты в центре монитор, где мы смотрели фильм «Деление клетки». Он прямо, я его сняла от начала до конца. Биологам, наверное, будет интересно. И вот так вокруг учебные фильмы. Вы бы видели, какие красивые. Я таких не видела. Я вам честно скажу, вот по биологии я таких не видела. Я видела только старые, древние, по которым мы еще с вами учились. Вот. Это то, что своими глазами. Дальше. Есть лаборатории по космонавтике. У них проводятся космические часы. Нам показывали, как создают условия невесомости. Нам показывали, как они делают спутники прямо там. Вот показывали прямо вот этот небольшой спутничек. Нам показали, как работает лаборатория 3D-печати. И сейчас, когда мы были, они как раз пробуют 3D-печать керамикой. Первые опыты были интересными, первые опыты были не очень удачными, потому что вот все, что печатали, оно вот так вот, это вот все падало, оно было нестойкое, оно не успевало засыхать, и оно все это расползалось. Вот в настоящее время уже они двигаются вперед, и они идут вперед, уже получается делать так, что 3D-печатью они делают это настоящие уже керамические изделия. Дальше. Возле одного из 3D-принтеров стояли два изделия, люстра и такой вот круглое что-то, вот, ну, решетчатое. Вот это все тоже сделано методом 3D-печати. Больше того, уважаемые коллеги, я вам скажу, когда в 2016 году я была в Америке, и нас повели в корпорацию Шеврона, и там было что-то типа демонстрации технических возможностей школьных организаций Америки. И нам показывали как раз эти D-принтеры. Меня учителя все спрашивали: Светлана, у вас есть такое? Я всем гордо говорила: есть.
Когда я рассказала об этом руководителю лаборатории, вот этой 3D-печати, он говорит, я вам больше скажу. У нас приезжают из региона товарищи, которые сами эти 3D-принтеры собирают. То есть уровень, представляете, какой уровень детей? Значит, из пластика печать, себестоимость печати, абажурчик вот этот небольшой, который вы в видео увидите, 38 копеек. Да. То есть за этим, скорее всего, будущее. И сейчас идет бурное развитие этого направления и в науке, и в практической деятельности, поэтому, скорее всего, да, за этим будущее. Что еще из интересного мы увидели? Прикладные лаборатории для гончарников. Для тех, кто работает с глиной. Маленьких деток привели, наверное, 2-3 класс. Они все работали за гончарными кругами. Новенькое, все красивое, все это блестит, какие изделия делают, какие красивые вазы. Все это глазурью покрывается, все это обжигается, свои муфельные печи, все свое есть. То есть вот оснащение этого центра просто поражает воображение. Ты вот смотришь, как будто оказался совершенно в другой реалии. Вот. Но интересно, интересно. Что еще в химической лаборатории? В химическую лабораторию, вот на химические смены, они, по-моему, раз в год приезжают заказчики из фармацевтических компаний. При нас приехали из фармацевтической компании с определенным заказом, ставят задачу перед детьми, разрабатывают лекарства по продлению срока жизни. Лекарство, непонятно, как оно еще действует и как оно ведет себя в организме, но они ставят определенные задачи, и дети работают над этими задачами. Компания поставляет определенное оборудование. Точно так же работает Уралкалий. Они приезжают специально на эти смены и делают, дети работают вот по такому государственному заказу. Значит, там, скорее всего, не государственный заказ, а такие партнерские отношения. И я обратила внимание, не все дети, кто-то в лаборатории работает в белом халате, а кто-то работает в халате, на котором на спине там формулы из ароматики на всю спину, такие большие формулы. Я так и не поняла, что это. То ли это фармацевтическая компания так премирует вот тех студентов, которые работают с ними, то ли это действительно дети, которые участвуют в международных олимпиадах, конкурсах, я так и не поняла, что это. Что еще обращает внимание в лаборатории? Дети все работают в перчатках. Все в перчатках. Перчатки просто, это даже не нормируется, не выдается. На столе стоит пачка, упаковка с этими перчатками, с тонкими латексными перчатками, которые тут же утилизируются. Поработали, утилизируются. Кто-то складывает в карман на следующий раз, но в основном это все утилизируется. То есть то, как должно это быть. Вот. Ну, по большому счету, восьмиклассники, вот еще с чего начала. Как попасть восьмикласснику? Нам сказали, витиевато, правда, я так и не поняла, в каких же конкурсах должен ребенок участвовать, чтобы туда попасть. Наверное, все-таки это какие-то конкурсы экологической направленности. Все-таки. Наверное, это и конкурсы естественно-научной направленности. Ну, вот что-то вот джуниор, который я вам показывала. Там тоже дети разного возраста. Но собирают они достаточно большую группу восьмиклассников, которые там работают. Вот туда реально попасть обычным детям, которые участвуют в каких-то конкурсах, туда реально попасть. 9-10-классникам и тем более 11-классникам здесь, конечно, уже нужен такой уровень, что нам вряд ли дотянуться. Хотя пробовать можно. Моих учеников не было, я одна была. Нет, я была одна. Вот. Ну, раз это было заявлено, знакомство с возможностями образовательного центра, ну, мы и познакомились. Что еще вне занятий было, вне занятий в аудиториях, вернее, практических занятий? Были еще лекции. Читал лекции. Да, для учителей было, но вы знаете, вот если что-то интересное, я все это скинула, ну не знаю, кто что полезное для себя найдет, только по психологии, на мой взгляд, что-то интересное можно найти. Ну вот такой общеизвестный факт. Я не знаю, может быть, биологи, может быть, меня сейчас покритикуют и что-то и поправят. Ну вот я услышала такую интересную вещь. Оказывается, когда дети работают за компьютером, отключается лобная доля головного мозга. Они не работают. Лобная доля головного мозга отвечает за эмпатию, отвечают за речевую деятельность
и за умственную деятельность. Все это отключается. И чем больше ребенок проводит времени за компьютером, тем, ну, когда играет, имеется в виду вот это, тем больше не работает головной мозг ребенка. Значит, интересно, знаете, я для себя вынесла главное. Вот лектор говорила, она говорила, рассказывала много, и она сказала самое главное. Самое главное – занимайтесь самообразованием. Она сказала очень полезную вещь. Я вот много читаю, но я иной раз, знаете, я запишу, вот что я книгу прочитала, а потом открываю и думаю, про что это? Пока не вспомню, не посмотрю главных героев. Она говорит, я давно веду читательский дневник. И я думаю, наверное, все-таки это очень хорошая вещь и для того, чтобы ты запоминала информацию, а потом эта информация остается у тебя, все равно это собственное развитие, саморазвитие. Вот. Это вот то, что я для себя такой жирный пунктик поставила. Действительно, читать и как можно больше читать. Вот. Ну, а так, по большому счету, конечно, если школа найдет возможность ехать, посмотреть, хотя бы посмотреть, наверное. Вот, что это такое? Конечно, учителя были из разных регионов, нас было 17 человек из разных регионов. Мнение у всех было одинаковое. Как? Целый класс, да. Туда можно заявочку подать, чтобы вот целым классом поехать, если позволяют это условие. Туда можно поехать. Все эти условия вот здесь вот на этом сайте, они все есть. Вопросы к Светлане Александровне? Стоимость недельных курсов 9600. 9600 плюс дорога, плюс проживание. Проживание сколько? Проживание 560 рублей в сутки, 6 ночей. Это с питанием или без? Без питания, питание отдельно. Питание замечательное, питание 160 рублей полный обед, причем очень сытный, очень вкусный. Глаза разбегаются, действительно, вот там, где нас кормили, действительно очень хорошо кормят. Нет, не в отеле, там, где мы проживали, там поблизости нет ничего. Там вообще курортный комплекс, там, где мы проживали. Условия, магазинчики рядом есть, но мы ужинали в том месте, где мы занимались. Обычно это был или техноцентр Сириуса, или сам Сириус, это был один вечер, или еще у них есть одно здание, где у них находится административное здание, где находится лекторий, вот кабинет, который оборудован для лекций. Вот, там тоже, но стоимость везде одинаковая, стоимость невысокая, я считаю, по сравнению с нашими обычными столовыми. Наши столовые 200-250 рублей, это вот обычное дело. Вот. До 200 рублей, 160-180 рублей, вот это стоимость полного хорошего обеда. Вот. Поэтому все это отдельно, все это суммируется. На питание ушло, мы даже считали, на питание ушло 2000, ровно 2000. Да. Это очень экономно. Сами изъявили желание или открыла, как правильно? Я вам скажу так, искали человека от городского методического объединения, который бы поехал, который бы просто потом приехал и людям рассказал. Вот, когда меня спросили, поеду ли я как бы сказала, что же я отказываться буду. Такие интересные вещи послушать, посмотреть, поэтому вот школа оплатила, я вам сразу скажу, школа оплатила мне стоимость курсов, стоимость дороги и стоимость проживания, это уже потом с директором. Вот. У нас были люди, которые приехали, была одна женщина из Краснодара, которая приехала, хотела даже устроиться туда работать. Она говорит, я столько наслышана, вот, семья уже морально готова, но она вот как-то посмотрела, она говорит, я подожду еще. Были люди, которые с Якутии, люди, которые вообще полностью все сами оплатили, приехали, таких было ровно половина. Да, которые приехали сами, которые приехали, смотрели все это. Я не знаю, как в школе потом, на каких это отношениях это как будет компенсироваться, и будет ли вообще компенсироваться, но, тем не менее, вот таких людей было достаточно много. Вот. Команда была большая у вас? 18 человек. 18. Да. Ну, были отовсюду. Было 2 человека из Санкт-Петербурга, из одной и той же школы. Школа с углубленным изучением химии. Я уже
Вышли, да? Мне надо колокольчик. Вот. Так, уважаемые коллеги, адрес, я даже не знаю, куда нарисовать. Пишите латинскими буквами. Латинскими буквами. А вот сюда, да? СП 09-12-49 собака Яндекс.ру. Я вам обещаю, я залью это в YouTube. Это просто набор цифр, это ничего не означает. Я залью это в YouTube буквально пару дней. Сразу предупреждаю, почту, пожалуйста, та, которая на Gmail. Иначе YouTube, эту ссылочку на YouTube вы не перейдете по этой ссылочке. Ссылка будет с ограниченным доступом. Я ее не хочу всем открывать. Спасибо за внимание. И второй вопрос у нас сегодня, я так понимаю, тесно связан будет с первым. Не связан? Значит, слово предоставляется Кармановой Анне Васильевне. Использование проектной деятельности как важнейшего элемента обучения в рамках ГОС нового поколения на уроках химии. Другое? Чуть-чуть. Не на уроках, а немножко. Для поездки в Сириус. Да. Чтобы не потянуть. Ну, конечно, не Добрый день, уважаемые коллеги. Да, меня зовут Анна Васильевна. Я учитель химии, МАО Сошный 25. Немножко хочу рассказать о проектной деятельности. Конечно, не в Сириусе, а в своей школе, МАО Сошный 25, но все-таки хочу показать, чем же мы занимаемся. Сейчас я попробую. Кто-то все включит. Не работает, да? Так, смотреть, да? Полистать? Вот клавишу найти. Угу. То есть тема доклада использования проектной технологии в научной деятельности. Немножко буквально я очень кратко постараюсь. Значит, немножко, что такое проект. Да, я очень быстро. Значит, проект – это совокупность действий исполнителей средств по выработке вариантов решения определенной проблемы, достижения определенных целей, и любой проект предполагает определение цели. Как раз-таки основной, главной целью работы над любым проектом, я считаю, что это реализация детьми своих способностей, да, и какого-то потенциала личности, конечно. Если, например, перейти, то есть какие-то бытовые условия, да, проекты в жизни у нас каждый день, какие-то проекты, да, то есть, например, выбор подарка, прием гостей и так далее, это у нас все проекты. Теперь еще кратко виды проекта. Основные виды: информационный, исследовательский, творческий, социальный и игровой проект. Не буду останавливаться подробно. Хочу только сказать, что у меня все-таки наш проект больше, конечно, исследовательский. Ну и, наверное, в какой-то степени творческий. В методической литературе, да, я немножко вот изучила, технологическая проработка проекта описывается формулой. Формула 5П. Да? То есть должна быть проблема, проектирование, поиск информации. В результате должен быть получен какой-то продукт, а дальше презентация этого продукта. Презентация, я считаю, тут, значит, это очень важный элемент, потому что продукт может быть очень, как говорится, стоящим, хорошим, да, презентация плохая, в итоге, как говорится, никто не купит данный продукт, даже если он нам очень нужен. Теперь немного хочу рассказать про свой проект, очень кратко. Да? Значит, данный проект был подготовлен, сейчас как раз мы все еще занимаемся им, для участия как раз в конкурсе научно-технологических проектов. Как раз-таки, если, так скажем, случится такое, если этот проект все-таки пройдет, региональный, муниципальный сначала будет, потом региональный, все-таки, может быть, какая-то возможность будет у наших детей тоже побывать в Сириусе. Проект называется, так как Республика Коми, все-таки нужно, как говорится, какую-то изюминку
найти. Вот, конечно же, да, так как у нас газ, нефть, но все-таки не в Сыктывкаре, поэтому больше, конечно, это лесная отрасль. Поэтому и назван проект следующим образом: линия экологически чистых продуктов на основе отходов лесопереработки. Направление, которое нами было выбрано, это агропромышленные и биотехнологии. Да? Сейчас кратко расскажу немножко, да, вот этапы реализации проекта, то, что как раз на сайте Сириуса, да, то есть какие этапы должны быть, то есть эти этапы, в принципе, вот как раз практически все этапы уже нами пройдены, единственное, что нет пока защиты, да, защита проекта сначала подразумевается, опять же, да, на муниципальном региональном этапе, а потом дальше, если этот проект будет, соответственно, как-то получит высокую оценку, естественно, там же будет подведение итогов, какое-то планирование, возможно, дальнейшей деятельности в продолжении. В чем цель проекта? Очень кратко, да, если своими словами. То есть мы предлагаем разработать несколько способов утилизации отходов лесоперерабатывающих предприятий. Да? Получаем, то есть из этих отходов, да, предлагается получить практически полезные продукты, да, для снижения экологической нагрузки на окружающую среду, соответственно, и улучшения качества жизни человека на севере. Да. Какие направления проекта были выбраны, да, то есть что предложили дети, то есть направление проекта, то есть направлений было очень много. Значит, что мы на самом деле вот сделали? Первое – это получение сорбентов нефти, сейчас я немножко расскажу. Потом получение твердого биотоплива. Дети, ребята, точнее, у меня как раз 8 февраля, да, посетили лабораторию Коми-научного центра Института геологии, да, и теперь они тоже ходят туда, занимаются. Соответственно, там было получено это биотопливо, им показали, как его делают, да, как определяют высшую, так скажем, то есть различные характеристики данного биотоплива, сейчас тоже расскажу. Дальше получение стимуляторов роста растений, следующее направление. Получение добавок композиций косметических и сангигиенических средств. В данном случае, да, указано в скобочках. То есть было получено мыло, которое содержит различные экстракты, как раз полученные, да, из хвои, из коры. Сейчас тоже расскажу. И последнее. Получение субстрата для культивирования вешенок. Да? Данный опыт сейчас как раз на стадии завершения. Фотографию покажу. Сырье. В качестве сырья что мы выбирали? Откуда вообще сырье? Значит, в качестве сырья берется кора, кородревесные отходы. Источник Мондис ЛПК. Да, кора берется как свежая, кородревесные отходы. Это как раз-таки у них есть несколько шламонакопителей, которые на данный момент никак не утилизируются, они просто стоят. Соответственно, там часто пожарная машина стоит, так как происходит иногда возгорание данных шламонакопителей. Но также взяты опилки и хвоя, чтобы немножко разнообразить. Теперь какие продукты получены на данный день? Так, значит, были получены сорбенты нефти. Значит, все вот опыты по получению сорбентов нефти выполнены у нас в школе, да, и часть из них выполнена как раз-таки в Коми-научном центре, это Институт геологии, опять же. Дальше про биотопливо уже немножко рассказала. Вот как раз ребята находятся в лаборатории Коми-научного центра Института геологии. Как раз приборы, на которых эти брикеты, демонстрационные образцы, как раз были сделаны. Сейчас я покажу демонстрационные образцы. Как раз таки эти брикеты были сделаны из исходного сырья и плюс еще из сорбентов, которые уже, точнее сорбентов после сорбции, то есть которые уже с нефтью. Я вам покажу, сейчас можно раскрыть, аккуратненько посмотреть. И плюс к этому хочу показать нефтесорбент. Опять же, это все уже сделали дети. Ну, понятно, что брикеты, они вместе с сотрудником это все выполняли, но в то же время им, конечно, очень понравилось. Дальше, стимуляторы роста растений. Сейчас как раз
Это направление мы доделываем, да, вот как раз мы выбрали, соответственно, несколько растений, это редис, горох и салат, да, использовала для замачивания семян перед посевом. Пока что наблюдается динамика положительная, но опыт еще не завершен, поэтому пока что о каких-то результатах говорить рано. Дальше, теперь добавки композиции косметических и сангигиенических средств. Да. На данный момент разработаны 3 композиции мыла. Первое – это мыло с корой, кора берется свежая, брусничный лист и шиповник. Это первый состав. Второй состав – это мыло, которое содержит, опять же, экстракт коры, смородиновый лист и плоды шиповника. И третье мыло содержит экстракт ромашки и, опять же, экстракты, полученные из коры и хвои. Ели. Ну, образцы. И последнее. Последнее направление – это субстрат для культивирования вешенок. Тут есть 2 варианта. Либо использовать исходное сырье, которое ничем не обработано, не прошло никакой модификации. На этом сырье, в принципе, тоже данная работа может быть, соответственно, проведена. Но все-таки мы решили провести опыт. Мы взяли нефтесорбент отработанный, то есть после того, когда ребята уже определили, значит, сорбцию, все это рассчитали, мы взяли и попробовали их использовать как для субстрата культивирования вешенок. В принципе, результат положительный, да. То есть, как вы видите, даже появилось плодовое тело. Вот тут, да? То есть, конечно, ну, то есть пока фотография, потом, может быть, возможно, как-то видеоролик. Очень кратко, в принципе, очень кратко у меня все, да, на этом. То есть данный проект сейчас находится в стадии доработки. Данные получены, уже проанализировано, обработано. Единственное, что нужно статистическую обработку провести. И в конце марта у меня вот ребята попробуют данный проект защитить в разном конкурсе научно-технологических проектов на муниципальном этапе. Ну, хотя бы так. Вы сотрудничаете с кем-то? В сотрудничестве, да, нет, не с институтом химии, я уже говорила, Коми-научный центр, да, только институт геологии, потому что, ну, там работает мой научный руководитель бывший, да, то есть, когда вот я училась, была на бакалавриате, магистратуре, то есть, соответственно, вот она, я ей рассказала об этом, о конкурсе, да, и она согласилась, в принципе, предоставить возможность, да, чтобы ребята посетили данную лабораторию, то есть очень много фотографий на самом деле, вот, просто время ограничено, им очень понравилось, и они уже несколько раз ходили в институт геологии, вот сегодня как раз они мне принесли эти брикеты, показали, и такие радостные, счастливые, что они увидели, как их делают, что у них получилось, и в общем их еще раз пригласили, чтобы, да, так скажем, далее, да, заниматься изучением брикетов, как мы назвали, коробрикетов, потому что они все-таки получены из коры. Еще можно вопрос, они охотно идут на сотрудничество или как-то вот там, или у них какой-то там... Ну, на сотрудничество только через, ну, личный контакт охотно, а так нет, конечно, то есть если Но нет у них такого, что они со школьниками не работают. Ну, по сути, конечно, да. Они как? Они, конечно, естественно, не очень-то рады, когда куча школьников приходит к ним и говорят, давайте-ка покажите нам, что вы тут делаете, мы хотим это сделать, это, помогите нам. Они, конечно, так, ну, у нас там своя работа. Направление работы из школы. Пока у них такого вот направления нет, но на данный момент ведется работа с одаренными детьми, как я понимаю, очень активно, поэтому я думаю, что в скором времени такое направление все-таки появится, будет актуально. Институтом тоже сотрудничать с школами. Тоже делали такую работу, нет, но в институте именно физиологии на базе своей лаборатории, где я работала, действительно, они только через личный контакт. У меня всегда вопрос, когда мы защищали этот проект, мы тоже везде были, вы будете соблюдать авторство. Да, то есть в любом случае, да, сотрудники Института геологии будут, да, то есть обязательно в любом случае, да, потому что на некоторые вот эти разработки, да,
Значит, некоторые разработки являются, конечно, новыми, да, но то есть данный проект уже, то есть, конечно, многие занимались этим направлением, да, поэтому, конечно, все эти вот авторские права будут соблюдены. Вот, в данный момент из этих направлений запатентовано только одно направление, это как раз получение сорбентов нефти и нефтепродуктов, но я, в принципе, являюсь одним из авторов данного патента, да, поэтому мы с ними, с ребятами решили на другом просто сырье попробовать немножко провести другую модификацию и получить, в принципе, похожий продукт, но в любом случае с какими-то с новыми, так скажем, немножко с новым сырьем поработать, потому что то же самое. Что? Так, да, я, кстати, забыла сказать, это ученики, у меня группа учащихся 8-10 класс. Вот, поэтому ребята, в принципе, очень охотно согласились заниматься этим, когда тем более они посетили эти лаборатории научного центра, они очень охотно туда ходят, даже и они мне иногда рассказывают, мы там сегодня сходили, завтра сходим, обязательно, там очень интересно, то есть куча фотографий, когда они пришли домой, поскидывали мне фотографии, то есть все им показали, потому что как раз 8 февраля, когда они первый раз туда ходили, был день открытых дверей, и во все лаборатории, во все музеи, которые находятся как раз-таки в различных институтах научного центра, был открытый, доступ свободный, то есть там экскурсии проводились и так далее. Идея действительно проекта тоже появилась. Ну, идея, как скажем, идея, идея, конечно, моя, вот, но все, что я показала, это уже в любом случае, да, сделано детьми, то есть они смогли как минимум, да, что-то повторить, что-то сделать впервые, потому что какие-то направления были еще не проработаны, их много, да, то есть если одно из этих направлений, то, например, я им занималась, то остальные направления, конечно, они были только гипотетические, скажем, теории были, а на практике они сделаны только сейчас. Вопросы к Анне Васильевне? Спасибо. Если подвести небольшой итог по этим двум выступлениям, я выражаю мнение учителей города Сыктывкара о том, чтобы выйти на Министерство образования и ходатайствовать о том, чтобы в Сыктывкаре у нас был открыт центр для работы с одаренными детьми, который будет оборудован всеми приборами, хотя бы естественно, мы голосуем за естественно-научное направление, и чтобы дети могли любого населенного пункта, не только города Сыктывкара, не только по личной договоренности, посещать вот такие места, которые оборудованы, и выполнять такие интересные проекты и исследования. Разрешите добавить, мы больше 10 лет назад поднимали аналогичный вопрос на городском методическом объединении. Мы об этом говорили. Но мы говорили о том, что может быть на осенних каникулах создавать что-то вроде выездного лагеря. У нас простаивают Гренады в это время, у нас простаивают все загородные лагеря. Летом выезжают многие, в том числе одаренные. Почему в летний период, допустим, дети из семей, которые семьи СОВ, которые в трудной жизненной ситуации, их вывозят, они отдыхают, они получают эти путевки. Почему одаренный ребенок в течение года, я не говорю, что летом, в течение года не может получить такую возможность, чтобы он выехал, пообщался в среде таких же детей одаренных, но самое главное, чтобы с этими детьми занимались люди, которые хотят этим заниматься и которые делали бы это сами с удовольствием. Потому что в первую очередь катализатором всего этого процесса будет человек, который увлечен этим делом. И в первую очередь это зависит, конечно же, это надо выходить на Министерство образования. Конечно, управление образования здесь вряд ли что-то сделает. Это нужно ходатайствовать перед Министерством образования. Но, повторяю этот вопрос, мы поднимали уже более 10 лет назад на методическом графу, мы об этом уже много говорили. Я проводила экологическую школу в лагере с привлечением специалистов биологии. Никто об этом не знает. Нет, надо просто дать эти проекты, надо просто республиканский уровень. Республиканский статус. Должен быть один центр, который оборудован, чтобы было где работать, чем работать, с кем работать. Потому что мы по поводу химии понимали этот вопрос. Но это все повисло в воздухе в определенное время, а потом мы вообще ожидаем законы.
Ну вот да, я и спросила, в Коми-научный центр все могут попасть или нет? Вот Нет, опять вот нет, да, вот. Да. В Коми-научный центр я водила, у меня родитель, ребенка, которого я учу, он руководитель лаборатории. Я прямо сказала, спросила у него, раньше были малые академии, и с детьми занимались. Прикрыли все это дело по соображениям безопасности. Он сказал, мы берем детей. Я удивилась, потому что с нами ходили подростки. Он говорит, мы берем детей, только своих сотрудников, когда знаем, что не возникнет никаких претензий, если, не дай бог, что-то случится. Вот. Он говорит, что во всех остальных случаях мы практически детей не берем. То есть, вот, все, безопасность. Все, спасибо большое. У нас третий вопрос. Предоставляем слово Бельковой Татьяне Борисовне, которая расскажет о внеурочной деятельности, условиях внедрения в ГОС как средство достижения личностных результатов в классе ранней профилизации. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Борисовна, я учитель химии в средней общеобразовательной школе номер 43, город Сыктывкар. И в нашей школе в 2015 году заработал такой, наверное, новый проект. Это класс ранней профилизации. Я взяла впервые в своей жизни пятиклашек. Вы сами понимаете, что химия у нас начинается ровно в 8 классе, и детки уже подросшие, и которые способны, ну, наверное, отвечать за свое химическое будущее, а тут совсем такие несмышленыши. Это было, конечно, но для меня это было новое. То есть дети учили меня, я учу их, и до сих пор мы с ними сотрудничаем вместе. Я, конечно, сделала названием своего доклада это личностные результаты, но тут, конечно, наверное, и все, и в том числе и метапредметные, о которых я тоже небольшое слово скажу. Но любой классный коллектив создается это с какой-то историей. Вот у нас дата есть такая, традиции школьного коллектива. И точно так же, как химия нас сопровождает вот практически с 5 класса, и вот эта дата считается зарождением нашего классного коллектива, который идет рука об руку с химией. Вот это мой коллектив, который я взяла в 5 классе. И почему я обращаю внимание и показываю фотографии именно лишь потому, что класс был сложен очень сложно. Это были 5 разных коллективов, которые дети абсолютно между собой не дружили, никак не были взаимосвязаны. Ничего общего их не объединяло, наверное, только то, что они с 1 по 4 класс выросли под одной крышей в одной школе. Цели, конечно, я для себя поставила такие, более, чтобы они были достижимые, маленькие. Это личностные результаты, вы видите, я не буду их зачитывать. И второе, это, конечно, я сюда включила еще метапредметные результаты. Тоже не буду о них говорить, каждый из нас уже владеет этими знаниями, поскольку уже год шагает с нами рука об руку достаточно долгое время. Задачи тоже я для себя поставила достаточно такие выполнимые. Условия это развитие. Это у меня и программа внеурочной деятельности, которая отражает эту цель. Это только развитие индивидуальных качеств каждого учащегося. Ну и, конечно, всегда я, как и учитель, и, наверное, вы точно так же, берете во главу угла, ставите системно-деятельностный подход при любом виде деятельности. Значит, с чего началось изучение химии в моем таком химика, как я его называю, химико-биологическом классе? Это в 5 классе это создание творческих групп. То есть мне надо было с чего-то с ними начинать работать, потому что дети, когда я их взяла 1 сентября, первые 4 дня, вот до нашего дня рождения класса, бегали практически по голове, по потолку, то есть и по головам друг друга. Класс был недисциплинирован, в общем, были такие моменты, которые требовали коррекции. Да? Вот. Я их решила сделать так, что наш класс поделен на 3 творческие группы. Это группа химиков, группа биологов и группа физиков. Начали мы с того, что вот здесь фотография, мы рисовали даже с помощью родителей эмблему нашего класса. Дошло до того, что мы рисовали эмблему 3 творческих групп. Потом в результате выросло все в единую эмблему.
То есть вот в течение всего 5 класса, вы знаете, что есть такой курс, учебник «Русское слово», быть может, кого-то заинтересует, это естествознание, но практически это тот же курс природоведения, который для меня тоже был абсолютно новым, и как раз-таки там был блок химии. Вот когда я увидела этот учебник, увидела, что там есть астрономия, физика, химия, география, биология, то есть 5 блоков, я решила идти именно по внеурочке именно таким образом. Естественно, для меня более интересна химия, но поскольку требовала программа, то, естественно, пришлось осваивать и все. И я очень, конечно, благодарна нашим учителям, особенно на городском методическом объединении, когда в прошлом году, вот, к сожалению, не помню отчество, Ольга, учительница, я, наверное, напомню вам этот момент, когда, да, Ольга Васильевна, да, которая нам рассказывала о лэпбуках, да, помните, меня до того заинтересовал этот момент, тем более у меня были вот эти самые малыши, и все это получилось очень спонтанно и вовремя. Значит, мы начали изучение блока астрономия. Да, конечно, с химией не связано, но поскольку у нас неурочная деятельность тоже об этом говорит, я, конечно, скажу и о химии, то мне было просто интересно внедрить эти лэпбуки. Посмотрите, значит, дети, во-первых, объединяются. Это самое главное для любого, наверное, коллектива. Они рисовали, то есть я всегда ставила четкую, абсолютно выполнимую задачу. К сожалению, наша школа уходит от такой индивидуальной работы с детьми, когда мы ребенка можем и обнять, и поцеловать, и сказать ему, что ты такой молодец, вот ведь тебе такая маленькая задача, ты ее выполнишь, ты умница. Вот я хотела внедрить именно это. Но вот, к сожалению, вот сейчас все больше отдаляемся от детей. Вот блок астрономия, вот как они рисуют, посмотрите. Я их все время поощряла. И сразу надо сказать, что огромная благодарность, я всегда это говорю, нашим родителям. То есть я родителям на собрании перед 1 сентябрем и в июне месяце у нас было, когда они еще были, только закончили 4 класс, озвучила свои цели и задачи. Сказала, я учитель неугомонный, я все время где-то в каких-то поисках, я не буду сидеть на месте, не будете сидеть и вы. Родители меня очень поддержали, и вот любое наше начинание поддерживали. То есть это маленькие призы, подарки, они шли всегда навстречу, они сопровождали нас в любых выходах и так далее. И вот мы, значит, вот сделали такие лэпбуки, это, вы знаете, наколенные газеты, в которых отражали основные мысли и действия, которые вот в данном блоке, в частности в астрономии, нам очень пригодились. То есть я четко им сказала, должно быть отражено история, известные ученые, обязательно мы говорили об отечественных ученых. Вот я как учитель химии на уроках тоже всегда, для меня очень важен акцент патриотизма, да, вот, достижения, и личностный тоже результат сюда включают. Вот такая у нас работа, то есть это только одна творческая группа работает, а на самом деле у нас вот так работали 3 творческие группы. У нас не было такое, ой, а можно я возьму домой и нарисую ночью одна? Нет, у нас такого не было. У нас рисовали все совместно. Каждый вносил свой посильный вклад в работу. Это была внеурочная деятельность. Дальше, вот, например, мы перешли в блок физики. У нас в городе Сыктывкаре, вы знаете, что есть музей Эйнштейна, да, который связан как раз-таки со всеми физическими красивыми такими нюансами, и мы ходили. Вот посмотрите, наверняка каждый из нас сталкивался, но я в свое время по молодости то же самое, когда идешь с детьми на экскурсию, и дети хорошо, если первые 5 минут слушают, а вторые 10 минут бегаешь за ними по всему залу. Такого у нас не было. Посмотрите, как внимательно они смотрят, дети, да, девочка даже вот рот приоткрыла от удивления, и у них в руках у всех записные книжки. То есть прежде чем уйти, конечно, это инструктаж по технике безопасности, это само собой. Подписи всегда собираем, и всегда у нас привлечены 2-3 родителя на сопровождение. Далее они берут с собой записную книжку, в которой отражены вопросы, и задачи они учебные решают, ставят перед собой. То есть что они, зачем они туда идут? Быть может, просто посмотреть, показать свою одежду, покрасоваться друг на друга. Нет, такого не было. Мы выполняли учебные задачи, четко поставленные цели. Затем, как только мы сходили в музей, соответственно, почасовка, там я уже не помню сколько, 10 часов, наверное, по физике мы выделяли. И точно так же мы нарисовали на основании этого лэпбук. Обязательно были хитрые вопросы командам. Дети любят это больше всего на свете. То есть самые хитрые вопросы выбирают, но я так думаю, что это из задел на будущее. Мало ли где-то клинические конкурсы или олимпиады, и они уже вот с помощью прочтения, где-то какого-то анализа этих вопросов, естественно, они об этом уже будут знать. Точно так же вот у нас всегда есть победитель. 1-е, 2-е, 3-е место. Всегда родители нас поощряли. Затем, конечно, у нас самый интересный блок химия. Но вот я сейчас немножко буду перескакивать. Да? У нас в школе ежегодно проходит исторически, это уже так давно сложилось, химическая декада. Вот сейчас она у нас скоро начинается, со следующей недели. То есть мы объединяемся 4 предмета: химики, биологи, географы и экологи. И мы всегда 10 дней детей развлекаем чисто химически, биологически и так далее. И сюда входит обязательно такое
у нас уже исторически сложившееся мероприятие, как химический экспериментариум. То есть мы развлекаем малышей 2 класса, но там именно развлечения, то есть к нам с удовольствием ходят дети, которые пишут нам заявку, мы говорим, да, конечно, мы вас приглашаем, и, естественно, это были теперь уже 5-клашки. Здесь мне очень помогают у меня еще есть 2 классное руководство, это 10 класс, которые тоже помогают мне всегда работать с моими малышами. То есть у нас такой тандем. Учатся одни у других. Мы с ними, конечно, технику безопасности обязательно проговариваем каждый раз. И все эти опыты, которые дети обязательно сами любят смешивать. Ну, сами понимаете, это красивые осадки, это качественные реакции, это какие-то просто показательные опыты. И что еще хочу сказать, что, конечно, и 5-й, в 6-м мы как-то учились во 2-ю смену, там было более все спокойно, а вот сейчас снова 1-ю. И мы говорим о том, что для 7-го класса, для 5-го класса детям химия – это, конечно, в большей степени антураж. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались привлечь их к решению каких-то задач, все равно это больше это антураж. Значит, вот следующий блок биология. Про химию я еще скажу чуть позже. Теперь я говорю конкретно о внеурочке, это блок биологии. Вот здесь мы с удовольствием привлекаем родителей. У нас есть родители, которые работали, сейчас уже нет, в Коми-научном центре, чуть не дошли до кандидатских степеней, но это не так важно. Вот у нас есть родители, у них в городе Сыктывкаре сеть магазинов, которые, смотрите, вот паучки, всякие жуки, они к нам пришли со змеями, детям было это очень интересно, мы организовали круглый стол. Родители вместе вот с учеником, с которым мы сделали проектную работу, но, правда, она не относилась к химии, но просто само вовлечение в процесс ребенка с родителями очень интересно. Вот они здесь присутствуют, и мама, и сын, они с удовольствием нам рассказали сначала теоретически. И опять же, дети все сидят, никто не проводит время праздно. То есть если мы выделили час на это занятие, значит, у ребенка в руках ручка, записная книжка, они заранее готовились к этому занятию. То есть они пришли не с пустой головой, не с пустыми руками, у них у всех были проработаны вопросы заранее. Они знали, что они спросят. То есть мы заранее говорили тему, вопросы все были подготовлены, все подержали на руках змеек, паучков, таракашек, они были очень красивые. Поэтому вот в 5 классе это очень детей привлекает. Ну и последний блок, это блок географии. Слава богу, что у нас есть такой замечательный музей, у нас есть свой экскурсовод, который всегда откликается, Ирина. Мы с детьми часто туда ходим, не только с нашими детьми, которые у меня, мои дети, а те, которые мы готовимся к конкурсам именно у этого экскурсовода. Музей геологии имени Черновой. Мы точно так же шли абсолютно подготовленные. Значит, вот я написала 3 блока, это внимательно выслушать, получить задание «Угадай минерал». У нас проводятся мини-квесты на базе нашего музея. И представить свои варианты ответа. Ну, естественно, фото на память, да, со скелетом динозавра и так далее. То есть вот так мы работали по внеурочной деятельности, один из блоков, которых составлял наш предмет химия. Я уже молчу про то, что внеурочка, конечно, предопределяет это участие в общешкольных классных мероприятиях. Их у нас миллионы. То есть я тут даже не стала приводить то, могу перечислить, что это, конечно, и выходы в драмтеатр. Мы очень любим этот театр, посещаем его регулярно, постоянно. Это участие во всех школьных мероприятиях. Дальше у нас очень много чаепитий. То есть любой праздник, это у нас родители тут же все организуют. Но теперь дети уже у нас самоорганизованы, сами уже все это могут сделать, да, 7 класс. Всякие дни здоровья и так далее. Везде и всюду мы стараемся принимать участие. Всякие вот осенние баллы. Ну и вот сейчас у нас новинка, это ветеранов мы приглашаем, которые прекрасно играют на гитаре, кому интересно. Мы поем песни, родители тоже с нами поют песни. Естественно, вот у нас еще чисто с нашей точки химико-биологической зрения, это музей зоологии, Институт естественных наук, по которому мы тоже писали здесь уже свои краткие резюме, конечно, как это называется, не реферат, а вот отзывы о том, как мы сходили, да, то есть мы даже оценивали это на оценку, дети писали с удовольствием, как они, что им понравилось, что не понравилось. Всегда мы посещаем библиотеки, нас даже уже теперь приглашают, ну, «Скала» это то же самое, да. Но вот здесь что еще хочу отметить, что в рамках внеурочной деятельности мы, вот даже в прошлом году, поскольку химии у нас было мало, мы учились во 2-ю смену, нам было тяжело выйти куда-то, поэтому я им организовала клуб по шитью. У нас даже шили мальчишки. И мы вот мамам, смотрите, вот это 2-й день мам, да, первый мы как-то пропустили, поскольку коллектив был новый. Вот таких замечательных мишек из фетра. Я сама шила очень плохо, но пришлось обучаться вместе с детьми. В этом году мы делали вот такие красивые
открытки. Дети всегда откликаются, дети меня слышат, и работаем мы с ними с большим-большим удовольствием. Ну и хотелось бы во внеурочке отметить, это наш социальный проект «Химия вокруг нас», или, ну я тут просто не влезла и стала, просто скажу, уже озвучу сама, или «История о школьном коридоре». Значит, посмотрите, мы сейчас с вами везде и всюду участвуем в проектах, но поскольку класс химико-биологический, я попросила детей, что мы можем сделать. Да? Давно мы уже смотрели на наши, ну, наверное, это в каждой школе, унылые стены, поэтому вот один из наших ребят прекрасно пишет стихи, правда, это... Смотрите, какое маленькое четверостишее, неполноценности, был унылый коридор, все мы поменяем в нем. Дети написали такие стихи, мы начали работать над этой проблемой, и даже здесь мы включили нашу любимую химию в оформлении стен школьного коридора. Теперь вот точно можно сказать, что у нас это кабинет химии. Значит, дети рисовали проекты, мы с детьми писали везде письма о спонсорстве, вернее, о спонсорстве и так далее, как это называется сейчас новомодным словом, но откликались мало. И дети вышли на студентов колледжа искусств, которые нам оформили вот такие стены. То есть проект был детский, стихи были детские, защита была детская, а исполняли, конечно, уже у нас студенты. Вот такое у нас было совместное творчество. Мы еще раз обратили внимание на то, что химия – это такой достаточно интересный предмет. Но здесь еще раз я хочу сказать о традиционном школьном химическом конкурсе в рамках внеурочной деятельности. Тоже мы в нем принимаем участие. Вот дети наши уже сейчас в 7 классе, мои 5, 6, 7, 3 год. Значит, вот сейчас будет 3 год, а вот тогда 16-17 год мы всегда проводим игру по станциям, но она у нас переросла уже не то чтобы в игру по станциям, а более такое серьезное мероприятие. Это называется химическая орбита, предметная декада в данном случае. И наши шестиклашки, пятиклашки, сейчас уже семиклашки, они выступают абсолютно на нормальном уровне с 8 классами. Вот это, кстати, как раз говорит о том, что, быть может, из этого класса там 1-2 человека будут серьезно интересоваться химией, и все-таки мы их зацепим вот в этот центр Сириус, который меня очень заинтересовал. Вот здесь с левой стороны, значит, фотография, мы проводим эксперименты. Вот опять же там дети 10 класса, ну, в прошлом году это 9, в этом году уже 10 год. И вот здесь мы сражались между химиками, биологами и физиками, то есть сами дети между командой друг другом. А здесь уже мы сражались с 8 классами. Надо сказать, что 7 класс занял 1 место, потому что подготовка у нас была очень серьезная и колоссальная на этом конкурсе. В этом году внеурочная деятельность, вы знаете, что каждый классный руководитель пишет не только по предмету, ну, по химии, например, как я пишу, но и по классу. Не знаю, как требуют в других школах, у нас это требует. И вот внеурочная деятельность в этом году у меня на базе 7 класса, тоже я хотела сделать ее каким-то образом связанной с предметом, это дискуссионный клуб химики и лирики. Опять же, вот здесь очень интересно все. Мы провели пока на сегодняшний момент одну дискуссию к ней. Она требует очень большой подготовки. Это и жюри, это у нас есть ребята, которые являются победителями муниципальных олимпиад по истории, по обществознанию. Они всегда у нас выступают в качестве рефери. Вот такой переходящий кубок, который сейчас находится у моего класса. И первая наша дискуссия. Это затем вот здесь я тему озвучила, что более востребовано в современном обществе. За химиками или за лириками. Дискуссия у нас прошла на ура, очень понравилась, было руководство школы. Но мы планируем, что будем продолжать дальше. Ну и самое главное, это, конечно, химический эксперимент, потому что Наталья Анатольевна попросила отразить именно вот этот аспект. Я еще раз напоминаю, вернее, говорю о том, что, конечно, в 7 классе химия не должна быть такой сложной, чтобы дети не испугались. Вы знаете, что много расчетных задач, поэтому я больше внимания все-таки обращаю на эксперимент. Поэтому вот привела слова Ломоносова. И недавно у нас состоялся открытый урок, на котором присутствовали учителя республики. Конечно, открытые уроки были по тематике «Молодой учитель», но я уже не отношу к молодым учителям. Но вот хотелось поделиться этим опытом. Мы использовали, во-первых, мультимедийный урок. Я закончила курсы по мультимедийным урокам. И мы внедрили, и сейчас внедряем очень успешно систему Votum Web. Вы знаете, наверное, каждая школа получила эти установки. Вот. И Наталья Анатольевна вот мне идею такую подала, я ее все-таки освоила. И сделали мы такой открытый урок, что детям на этом уроке у нас присутствовали точно так же антураж, вот видите, мистер Шерлок Холмс там с правой стороны, да. Естественно, мы
красили воду, получали осадки для того, чтобы детям было просто интересно. И провели такой открытый урок, как качественные реакции в химии. Вы сами понимаете, что тема сложная, это и 8, 9, 10 и 11 класс. Автор, конечно, предлагает, я работаю по учебнику введения в курс введения в химию, это автор Габриэлян. Там у него отражен такой урок, быть может, видели. Но что можно говорить детям о качественных реакциях в химии, когда они не знают, ни что такое реагент, ни что такое аналитический сигнал. И вот здесь приходилось просто на пальцах каким-то образом с помощью мистера Шерлока Холмса детям это все объяснять. Значит, здесь, конечно, вот я привела вам фрагмент моего мультимедийного урока. Вы знаете, что мультимедиа в течение целого урока требует такого напряжения. Здесь у меня есть озвучка музыкальная, но, к сожалению, вот здесь нет возможности такое сделать. И когда-то, давным-давно, когда я еще только начинала работу в школе, Лидия Ивановна, которая преподавала Трапезникова, да, я у нее проходила практику еще в 21-й школе в свое время, нам рассказывала о своем опыте работы, о практических работах, как она составляет красивые таблицы для детей именно с использованием качественных реакций в химии, распознавание веществ, когда даны под номерами пробирки. Я очень люблю эти работы. Ну вот я внедрила буквально 5-минутную работу. 3 пробирки, и мы, конечно, рисовали на доске. Она нас учила всегда закрывать. Вот это вещество нашли, значит, мы его перечеркнули, конвертик закрыл. Я это активно использую на уроках, этот метод, прием. 3 пробирки, ну видно, что вот они находятся. Найти кислоту, казалось бы, ну проще простого, а детям для них это целое событие. Вот, значит, здесь играет музыка. Я очень люблю тему мистера Шерлока Холмса и игра «Что, где, когда». Наверное, знаете, значит, для этого пришлось овладеть навыками обрезания, компоновки, то есть плюс еще учишься сама, поэтому это все, конечно, требует очень больших сил, затрат, но, естественно, времени. Найти кислоту с помощью качественной реакции. Значит, здесь 3 пробирки, индикатор. Пришлось объяснять, что такое индикатор. То есть заранее мы это все прошли. Аналитический сигнал. И вот они получили вот аналитический сигнал, оформляли эту табличку. Значит, соответственно, делали выводы. Делаем вывод, что качественная реакция для обнаружения кислоты среди других веществ является, вот они все это себе записали красиво в тетрадочку. Останется ли у них это в памяти на 8, на 9 класс? Я надеюсь, что останется. Ну и вот как результат, конечно, не беру прям таких вот пиковых результатов, что они должны сразу быть суперхимиками. Нет, конечно. Ну, во-первых, это причастность к наукам, естественно, научного профиля. Второе, это развитие индивидуальных особенностей. Потому что если мы обратим внимание на каждого ребенка, то, естественно, быть может, и результат будет намного лучше. Ну, наверное, у меня все. Есть какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Скажите, сколько у вас часов? Да, я хотела спросить. Ну, у меня 22 часа на сегодняшний день, 2 классных руководства, еще методическое объединение в школе. Когда вы успеваете? Ночами. А я еще хотела спросить, а семья есть? Да. Есть? Да. И дети есть? И муж научил? Муж мне помогает, да, во всем. Ну, вот у меня дочь учится у Марины Викентьевны в 11 классе. Кто это увидит? Потом покажу. А сколько детей в этом химико-биологическом? 25 человек. Но на сегодняшний момент, так выясняется, я на них смотрю, наблюдаю, больше любят историю и обществознание. Вот вы знаете, вот все равно, вот они начинают, им очень интересно. Мы их учим работать, они много чего делают, но все-таки вот общество и история у нас превалируют. Есть вопросы, Татьяна Борисовна? Поэтому химия, что почему-то. И все выступления, которые сейчас были, это были учителя города Сыктывкара. И мне очень приятно, что у нас присутствует учитель из сельской местности Веденева Елена Леонидовна. Я хочу предоставить ей слово, и она расскажет нам о формах работы с детьми в рамках реализации программы внеурочной деятельности по предмету. Добрый день, коллеги. Да, я представляю сельскую школу, и если даже говорить о сельских школах, то очень сельскую школу, то есть очень малокомплектную. Я сейчас назову вам для статуса средней школы количество учащихся, которые у нас в школе обучаются, то вы впечатлитесь, это 23 человека. В связи с этим у нас по-другому совершенно строится работа с детьми. Это, если вы думаете, что
малое количество учащихся, это колоссальное облегчение работы с ними, то я вам хочу сказать, что очень тяжело работать на уроке. Если говорить об урочной деятельности, то это практически нет никаких других форм работы, нежели фронтальная, которые сидят в классе 2 человека. То есть групповой работы, парной работы это нет. Но сегодня я говорю о внеурочной деятельности, причем говорю о внеурочной деятельности по программе учителя. Я преподаю химию, биологию, и как-никак, кстати, точки соприкосновения по преподаваемым предметам это является, конечно же, экологическое направление. Мало того, наша школа является районной площадкой по экологическому образованию учащихся, поэтому вот как-то так все совпало на экологии. Я попытаюсь разобраться со своей презентацией. Она немножко была создана интерактивно. Сейчас будет только лишь. Я даже не хотела нажимать. Давайте другого человека, что вас не задержит. Автобус, ты знаешь, подождем чуть-чуть, 5 часов в автобус. Откуда ты пришли? Все мальчики. Все провели 5 минут, 5 минут. Потом слабо понесло, понесло. Я не знаю, куда я мышку положила. Сейчас, потому что нет, ничего не могу найти. Вот она, Все, сейчас включится. Уже там стечет. Она называется презентация. Вот она. Это да? Да-да. Это показ. Свое сообщение я выстроила таким образом, чтобы показать направление работы в рамках программы. Это завершение, а начало. Не знаю. Сейчас. А, Какой слайд нужен? самый первый. Понимаете? То есть свое выступление строила таким образом, чтобы показать тему, программную тему, какие формы работы в этой теме самые результативные, и еще мероприятия, на которые можно выставиться с продуктами работы учащихся в этом направлении. То есть, если уж ребенок во внеурочной деятельности лично для себя что-то создал, то не меньше, чем медаль он видит. То есть вот такая вот результативная для него должна быть. Так, теперь ничего не трогать, только листать, да? Листать. Итак, программа создана для 2-го уровня образования, а конкретно для 7-го, 8-го и 9-го класса. Почему так? Потому что с 5-го по 6-й класс в нашей школе экологическим образованием занимается другой учитель Сердитова Ольга Валерьяновна. Вот как выглядят программные темы для учащихся 7-го, 8-го класса. Значит, я буду листать линейно. Представлены 6 основных тем. Не буду зачитывать. Ой, мышка не работает так. В первой теме «Как обнаружить экологическую опасность, учесть экологическому мышлению», вот, результативное проведение экологических акций. Я хочу сказать, что экологические акции достаточно, они разработаны централизованно, то есть их не надо выдумывать, не надо искать. Ежегодная природоохранная речная лента, она проходит летом, идет по очистке берегов рек, она очень традиционная. Следующая природоохранная акция – это весенняя неделя добра. Она проводится где-то сразу же после схода снега. Поэтому здесь объектами внимания могут быть совершенно разные. Для нашей местности это и стела памяти, и
липовая аллея, палисадник, пришкольный и так далее, детская площадка в зависимости от того, где проводится работа. Природоохранные акции бывают тематические, как, например, к 70-летию Победы вот, мы создавали «Зеленая весна 2015», создавали аллею памяти, мой класс, коллектив «Максимум», садили нашу сирень, назвали ее сапер Михаил Овчинников, честь ветерана войны, бывший учитель нашей школы. Тоже вот цикличная природоохранная акция «Зеленая Россия», как раз она проводится осенью. И вот можно сделать вывод по этой программной теме, что как раз что и не надо их придумывать, не надо их искать, они достаточно централизованные, природоохранные акции. Можно проводить круглогодично, но зима традиционно выпадает. Дальше. Программная тема «Экологическая грамотность. Уроки прошлого». Вот, в этой программной теме актуально проведение исследований и работа с исследовательской деятельностью с учащимися. И моя программа в неурочной деятельности еще имеет такой краеведческий окрас. Исследуем вопросы культуры, летописные истории нашего населенного пункта, где можно выставляться с результатами. И, конечно, достаточно много и на региональном уровне, как, например, вот данная работа, это «Ягодная радость родного края брусника» была выставлена на традиционную республиканскую конференцию участников туристско-краеведческого движения «Отечество земля Коми», которую проводит ТУВ-центр. Следующая работа, она была выставлена уже на Менделеевские чтения, конкурс. Очень приятно, что стала призером, была выставлена на федеральный этап, но на федеральном этапе мы не участвовали из-за финансовых проблем. Исследовательскую деятельность вот, в рамках этой программной темы курировала дистанционное обучение учащихся. Дистанционное обучение предлагает наш республиканский центр дополнительного образования. Вот в первый год по направлению исследовательской деятельности курировала обучение 2 девочек, вот, Розы и Анастасии. Дистанционное обучение в последнее время очень востребовано, да, и актуально не только для нас, педагогов, но и для учащихся. Точно так же в рамках вот дистанционного обучения по этому направлению исследовательской деятельности девочки выставляли свои проекты и исследования на конкурсы. Как то, вот здесь вот я уже не буду зачитывать, что-то я очень тороплюсь. Это тоже вот один из проектов, оба проекта были выставлены на дистанционный конкурс проекта «Здоровый теле, здоровый дух». Следующая программная тема – это экологическая безопасность в школе и дома. Здесь вот в этой теме используем сбор фактологического материала современными гаджетами, расширение вот этой формы работы с учащимися, конечно же, такие наглядные. И дело в том, что и вот этот вот материал, фотоматериал, видеоматериал точно также можно выставлять на многие мероприятия региональные и федеральные. Как то вот данная работа была выставлена на республиканский конкурс фотографий Центра защиты леса Республики Коми. Или вот работы конкурсы фоторабот проводит еще и Национальный парк Юга-2. Тоже конкурсы фоторабот проводит и наш региональный республиканский эколого-биологический центр. Здесь вот, завершая разговор на эту программную тему, и вот по этой форме работы тоже видим, что возможностей для того, чтобы выставляться, да, вот как с результатами такой работы, достаточно много и в нашем регионе. Экономия потребления. Следующая программная тема. Здесь говорим о том, насколько природные ресурсы исчерпаемы, невозобновляемы. И вот здесь объективной формой работы являются выездные мероприятия.
Предыдущий выступающий как раз говорил о том, что насколько часто посещаете музей геологии Чернова. Для нас это, как вы сейчас видите, как раз это и есть Институт геологии. Для нас это величайшее событие. Это еще событие в связи с тем, что поездки организовывать очень-очень сложно с точки зрения обеспечения безопасности. Я могу сказать, что, наверное, года 2 наша школа уже именно из-за транспортных проблем уже мы никуда не выезжаем. Как-то с моим классом апробация этой программы шла 3 года, 7, 8, 9 класс. Мои дети нынче в 10 классе, и вот мы как-то еще успели. Следующая грандиозная поездка, которая оставила колоссальное впечатление, мы были в Кунгуре Пермского края, побывали в Диковинке, это в Кунгурской ледяной пещере, были на гончарном производстве, сегодня тоже уже коллеги говорили об этом, Сириус и так далее, впечатлялись. Следующая программная тема в 7-8 классе – это экологическая безопасность в природной среде. Кстати, в природной среде именно для человека. Здесь результативная форма работы как выходы в природу. Мы их называем экскурсиями. Как раз безопасное поведение в природе для человека с точки зрения клещей, борщевика, безопасности питьевой воды и так далее. То есть экскурсии зимние и летние, тем более, что у нас возможности по сравнению с городскими школами здесь не ограничены. Школа как раз находится вот в таком месте, что и слева и справа у нас уже леса, пихтовая роща, 2 ключа бьют и так далее. Тем более, что выходы в природу сопровождаются еще сбором природного материала, и природный материал, опять же, да, является объектом для творческой работы с учащимися. Создаем работы, выставляем на конкурсы и региональные, и районные. Очень традиционная форма работы, и в советское время мы с вами этим занимались. Но дело в том, что сейчас очень развиты технологии, разные технологии работы с природным материалом, поэтому вот такой вид работы он тоже очень современный. Мой вклад в экологическое просвещение. Здесь актуально, здесь в этой программной теме применяю форму работы с учащимися как создание каких-то обращений, листовок, стихотворений, просвещения. И точно так же свои работы выставляем где-то для того, чтобы сказать, что мы вот такие вот. Я не буду сейчас комментировать, это и Юга-2, и Национальная библиотека наша проводит работы. Вот как раз вот данная работа – это викторина, которую проводил информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению Национальной библиотеки Республики Коми. Кстати, они ежегодно выставляют что-то очень интересное, в этом году тоже было. Не могу сказать, что за работа была, потому что вот как раз в этом году я не участвовала, потому что дети мои сдавали экзамены. Так, выходим на 9 класс. В 9 классе 4 темы программных, быстренько пройдусь по ним. Здесь вот информация как экологический фактор реализовывалась с ребятами, как раз обучаясь дистанционно опять через РЦДО, но там направление было другое, информационные и коммуникационные технологии. Кстати, обучаясь с ними, еще столько обучилась сама, столько всему научилась сама, и вместе вот так вот дистанционно курируя их. Следующее. Экологическая безопасность в информационной среде. Опять сама тема говорит за себя. И здесь, вот вы знаете, для того, чтобы вот эту информационную безопасность освоить, хороша такая работа, как работа с дистанционными олимпиадами. Очень известные образовательные порталы Общество с ограниченной ответственностью, как «Школьные дни», «Новый урок знаний», Центр поддержки талантливой молодежи, «Инфоурок», они предлагают такого вида работы. Там существует определенный алгоритм для того, чтобы зайти на сайт, скачать работу, работать, все это делать правильно. Это тоже дисциплинирует наших учащихся для того, чтобы они себя правильно вели в информационной среде. Так, работаем в команде
само опять название говорит за себя. Здесь использую во внеурочной деятельности с ребятами, вы знаете, как знакомство с жителями села, которые каким-то образом приближены к природе. В данном случае вы видите фотографию с нашим пасечником Галиной Всеволодовной Лан, изучая природу через пчел. Она имеет свое дело, кстати, на севере, в условиях северного региона, содержать пчел, как вы понимаете, это геройство. Здесь Марина Михайловна Костолева, у нее очень интересный участок, я не буду сейчас уже тоже говорить, вот мы к ней ходили и изучали даже, знаете, настолько ландшафтный дизайн с семьей они применяют, у них и прудик маленький, и мы там изучали тритончиков и так далее. Следующий человек, вот такой вот интересный в нашем селе, это Владимир Ильич Вахнин, вот его поделки из пенопласта, у него очень удивительно выглядит дворик, то есть вот Центр изобразительного искусства, прикладного творчества наши районы привозят уникальные выставки. Вот эта выставка лично мне самой очень запомнилась. Это выставка, сейчас я вам скажу, это насекомые в янтаре, ловушка для времени. Они жили в эпоху динозавров. Вот мы посещаем еще и вот такие наши муниципальные учреждения. И тут в итоге я еще раз говорю о том, что и выходы в краеведческий музей, вот экспонаты нашего краеведческого музея Кобячевского. И последняя программная тема – экология человека. Здесь участие в публичных мероприятиях. Мне очень приятно, что с моей ученицей Ложкиной Анастасией, она в 2015 году стала участником Малой Нобелевской премии в номинации «За успехи в естествознании», стала участником. Мы не остановились. В 2016 году она стала победителем муниципального этапа. Вместе с делегацией от Приволжского района выезжала на республиканский этап, очень красивое мероприятие, но в этом году, в 2017 году, Нобелевской премии не было, финансовый кризис коснулся и этой кампании. Я считаю, что вот победа Насти является и определенным таким вот критерием результативности вот этой программы. Я ее выставила на сайте «Инфоурок», знанию, представила, сейчас я скажу, методическую разработку мы в естествознании как результат реализации этой работы выставляла на муниципальный конкурс, сейчас я его найду, вот он, муниципальный конкурс публикаций на сайтах образовательных, опыт и мастерство, да, и с этой программой, эту программу презентировала на муниципальном конкурсе «Лучший педагог-эколог». Ну и в завершение хочу привести слова Алексея Александровича Глинского о том, что школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные по содержанию, по форме уроки, но замечательные блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков, где применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков, что абсолютно согласна с Василием Александровичем. Я не знаю, что можно из моего опыта работы перенять для работы в городских школах. Если Татьяна Борисовна и Елена Леонидовна дадут нам свои программы, мы их на открытом образовании представим всем. Позвоню, чтобы тебя подождали. Ждут, да? Нет. Так, мы нарушили регламент, но обязательно предоставим слово Лаптевой Марине Викентьевне. Я задолго. И Марина Викентьевна регламент нарушать не будет. Тема самая наиинтереснейшая. Очень наиважнейшая, животрепещущая. Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, Наталья Анатольевна тут меня тоже озадачила. Да, сказала, мне нужно
быстренько из своего опыта работы, очень быстренько научить всех хорошо решать вторую часть ЕГЭ по химии. Значит, я являюсь учителем школы номер 12 имени Олега Кошевого. Да. Я давно работаю в школе, но у меня только еще второй выпуск, пока только химико-биологического класса. Класс в этом году у меня полный состав, 23 человека сдают ЕГЭ по химии. Скажу сразу, очень тяжело заниматься сразу таким количеством народа. Предыдущий класс у меня был 12 человек, все успешно сдали, все у нас поступили. Из них будет 9 врачей, я надеюсь, пока учатся, но посмотрим. Вот. В этом году планируют поступать, значит, 23 человека, там тоже очень много собираются связать себя с медициной, но посмотрим, что будет тоже. Так, значит, готовиться мы начинаем с 10 класса, конечно, часов нам дали всего 3. Есть еще 1 час по факультативной подготовке к экзамену. 3 часа, я думаю, тоже маловато. Ну вот, сколько есть, да? Значит, в прошлом году мы заканчивали год обязательным экзаменом. Я считаю, что без обязательного экзамена у нас бы ничего не получилось, потому что дети, естественно, только готовились к экзамену. После того, как мы прошли это испытание, у нас очень много желающих стало сразу идти к доске, потому что они уже все знали. Да, на перегонки уже бежали решать 30. В прошлом году была у нас с вами 34-я задача, да, сейчас она у нас 35-я. Ну, в общем, результат был в прошлом году очень хороший. Класс, конечно, очень сильный. В классе у меня 17 человек лучших, 1 отличница, поэтому, ну, сами понимаете, работать, в принципе, очень-очень комфортно, да. На сегодняшний день, ну, практически программа пройдена у нас, там мы заканчиваем сейчас с ними не металлы, еженедельно пишем пробники. Ну, у каждого свой результат, конечно, получается пока еще. Ну, посмотрим, что будет. Значит, как готовиться? Есть у нас с вами 2 таких вот автора, которые помощники, конечно, для подготовки ЕГЭ очень серьезные. Это вот, ну, все, наверное, такую книжку знают, да? Это в первую очередь Каверина. Я начинаю с этой книжки, потому что если брать сразу Доронькина, это только пугать детей. Поэтому сначала мы начинаем с Кавериной. Как только мы справились с 30 тестами, они уже некоторые решают, конечно, решают, но очень сильно возмущаются. Там на порядок, конечно, тесты выше. Вот. Но до этого мы, конечно, покупали книжечку Доронькина, тематические были тесты. Вот. Что касается у нас второй части, давайте посмотрим. Ну, 30-е задание в новой форме, оно, конечно, для меня еще самой загадка, да? Как его делать, я так думаю, что вы тоже еще не сильно сообразили, шибко. Вот. Для детей оно очень-очень тяжелое. Я вам сразу говорю, вот на своем опыте, очень тяжелое задание. Если они там, ну, элементарные реакции, конечно, которые проходят по школьной программе, не ловят, то начинали мы готовить 30-е задание с того, что мы просто выучили окислители-восстановители основные, конечно же, переходы. Потом мы выполняли задания 30-е в старой форме. Сейчас подходим уже в новой форме, но тяжело. Причем я скажу, что 30-е с 31-м у них полностью перепуталось. Вот. Не знаю, как быть, надо, наверное, все-таки вот каким-то образом обратить составителям, да, на это внимание. Потому что если сначала они делали 31 очень легко и просто, когда мы пришли реакционного обмена, то сейчас у них вообще все перепуталось. Теперь они у меня реакционного обмена и берут перманганат калия. Ну, в общем, не знаю, что пытаются там сделать, но пытаются. Я бы хотела, чтобы была доска, потому что я не могу. Слайды это не то. Значит, что касается 31-го задания. В 31-м задании, обратите внимание, значит, постоянно делают ошибки, да? У нас не фтороводород, не сероводород, не ортофосфорная кислота, вступая в реакцию ионного обмена, не диссоциируют на ион. Диссоциацию пишут сплошь и рядом. Говорим об этом, ну, практически, я не знаю, через 2 занятия точно, да, но все равно пишут диссоциацию. Обратите на это внимание. Дальше, значит, у нас там полное сокращенное ионное уравнение совпадают, да, в этом случае. Уже надо об этом говорить. Не сокращают у нас с вами в сокращенном ионном уравнении коэффициенты, когда там нужно, например, да, сократить на 2. Тоже на это обратить надо внимание. Он эксперт ЕГЭ скажет, что это ошибка. Так ведь? Вот. Я в этом году в экспертизе не участвую, а так я ежегодно, конечно, являюсь экспертом
единого государственного экзамена. Не участвую, потому что моя дочь сдает экзамен в этом году, поэтому меня там нет. Вот. Дальше, 32-е задание, это очень долгий разговор, да, если надо отдельно, может, о нем поговорить. Я хочу остановиться на мною любимой органике, почему-то некоторые, может быть, учителя даже не дорабатывают, да. Органическая химия занимает очень большую у нас с вами, да, часть единого государственного экзамена. Это не только во второй части 33-е задание, это у нас с вами. И в первой части задания там есть. И это у нас с вами последняя задача, 35-я задача. Это же органика может и в 32-м задании у нас быть. Вот. Но у меня дети справляются плоховато. Я вам скажу, что вот, конечно, в прошлом году, если они реакции на ура писали, там, окисление перманганатом, все в этом году что-то очень все тяжело идет. Поэтому вот основные моменты, я не буду писать цепочки, я хочу показать просто уравнения, на которые надо обратить внимание. Как бы мы ни писали много декарбоксилирования солей карбоновых кислот, все равно они там делают очень много ошибок. Они запомнили натрий 2 СО3, они запомнили, что он образуется, а дальше у нас дело вообще-то как-то плохо идет, да? Значит, если мы с вами берем соль карбоновой кислоты, и надо говорить, что она обязательно в твердом виде, да, сплавляем мы с вами гидроксидом натрия. Вот это сплавление не должно видеть, там температура стоит, да, обязательно должно видеть. Мы должны показать этим, что вот у нас что происходит. И они вот этот натрий 2 СО3, они как-то хорошо запоминают, а потом они уже, знаете, что делают? Они уже подбором, они даже забывают, что здесь надо добавить, подбором, вот, запомнив натрий 2 СО3, они потом уже по результату реакции записывают правильно. Вторая реакция, сложнейшая реакция, это, конечно, электролиз солей карбоновых кислот, да, электролиз по Кольбе. Тоже вот, я вот на эту реакцию стала обращать внимание, когда мы прошли вообще тему электролиза. Вот только они тогда поняли вообще, о чем идет речь. Вот пока тему электролиз не пройдете, там, конечно, очень тяжело. Значит, если у нас есть какая-то соль карбоновой кислоты, и мы проводим вон на растворе электролиз, мне очень хорошо. Можно как угодно писать, да, хоть вот как раньше писали. Значит, у нас там есть катод-анод, продукты на катоде аноде разные. Мы сначала начинаем с того, что у нас с вами натрий, да, восстанавливается где? Восстанавливается на катоде. Все это уже знают к этому моменту. Вот тогда у них все складывается в голове. А в околокатодном пространстве у нас образовался водород, образуется у нас с вами пероксид натрия. И мы обязательно прописываем, что это катод. Почему прописываем? Потому что у нас есть вопрос. У нас есть вопрос, да? Электролиз. Вот. И если не прописать, то они, естественно, ничего не запомнят. Я сразу говорю, что вот здесь нужно поставить двоечку. И тогда они очень хорошо видят, да? Вот тот алкан, который у нас в этом случае получается. Значит, в этом случае у нас получился какой-то вот такой алкан, ну, в зависимости от радикала, да? Вот. И очень хорошо видим вот этот углекислый газ. Тоже вот покажите им, они все это увидят. Вот он, углекислый газ. И вот это мы прописываем обязательно, что это у нас что? Анод. И вот тогда они запоминают, причем мы даже выделяем, прям чтобы... Вот к этому заданию тоже мы подошли серьезно. Так, следующее у нас с вами. Ну, в теме циклоалканы. Вот сплошь и рядом делают ошибку, когда получают циклоалканы, добавляют цинк, да? И сплошь и рядом, и говоришь об этом, и все равно. И кто-то пытается двойную связь нарисовать. Все там у нас есть. Вот. Тоже очень сложное. Смотрите, уравнение реакции, обратите внимание. Я говорю только из своего личного опыта. Может быть, у вас все хорошо, может, ваши дети, конечно, и все это хорошо записывают. Не могу ничего поставить. Так, дальше. Следующее у нас с вами тема алкена, да? Так ведь? Алкены. Значит, в алкенах там, в принципе, я не скажу, что все это грустно, но вот когда мы с вами пишем реакцию с бромной водой, да, с бромной водой, там все хорошо, там они к этому привыкли, и как только появляется у нас с вами температура над стрелочкой, прекрасно знаете, да, что при повышении температуры более 400 градусов Цельсия у нас пойдет реакция не присоединения, а замещения. А вот куда замещать,
вот куда замещать, они теряются напрочь. Надо объяснять. Значит, альфа-положение. Они должны знать. Альфа-положение – это то положение углерода, который рядом находится с двойной связью. Вот, то есть на это тоже обращать внимание. Я вам еще раз говорю, это из своего опыта. У меня, например, это уравнение будут присоединять большинство. Да? Вот, хоть и говоришь им об этом. Дальше. Правило Марковникова против правила Марковникова. Вот эта перекись водорода над стрелочкой, они вообще ее не замечают. Как только мы перекись водорода над стрелочкой видим, у нас сразу реакция начинает протекать против правила Марковникова. Тоже они это не видят абсолютно. Дальше. В алкадиенах, но это у нас с вами реакция Лебедева. Я им сказала, что ее надо учить наизусть, наизусть. Так вы возьмитесь за правило. Пусть оно у вас там будет очень часто в цепочках превращений, которые вы даете. Потому что с Лебедевым очень плохо. В этом году, да, то плохо с этой реакцией. В этом году у нас появились, если вы увидели, появились у нас с вами реакции окисления, да, алкадиенов перманганатом калия. Появились. Никогда я не видела, чтобы это было. Причем появились они вот именно, где у нас усложняют все больше. 35-й задача, правильно? Ну вот тут тоже у нас было очень много ошибок. Значит, если мы возьмем с вами алкадиен 1,3, будем окислять перманганатом калия. Давайте возьмем, в каком там чаще всего сернокислом дают, да? Растворе. Но то, что у нас идет разрыв двойной связи, это понятно, да? Вот они это все у нас очень хорошо так показывают. Даже два углекислых газа они отсюда видят, все хорошо. А что дальше? Они потерялись. Потому что то, что есть двухосновная кислота, почему-то они забыли, что здесь у нас получается. С вами какая кислота? Щавелевая, конечно. Они вот это вот забыли. Для меня вообще, конечно, очень тяжело. Не знаю, как вы. Кто тут образует еще эти продукты, это они знают. Но коэффициенты тоже очень тяжело ставить. Ну, очень много. Степени окисления считать, я так думаю, что они умеют, да, ваши ученики. Поэтому я думаю, что мы коэффициент, если вам надо, можем поставить, если нет, сами поставить. В принципе, там все ерунда. Вот главное, обратите вот на это внимание. Обратите на это внимание. Появилось, не было, раньше не было такой реакции. Потом в алкинах, вот эта реакция, которая у нас с вами тоже в щелочной среде, да, ее тоже надо прописывать много-много раз. Этот оксалат калия, не забываем, постоянно тоже. Может быть. Так, дальше. Очень тяжело пишут реакцию в алкинах с аммиачным раствором оксида серебра. Очень тяжело пишут реакцию. То есть тоже на это обратите внимание. Потом, что еще у нас там? У нас с вами димеризация и тримеризация, да? Вот. Значит, димеризация, и как бы вот там не дали еще дальше, как там добавлять, там еще остальные, да? Линейную, когда у нас идет, тримеризация линейная, вот пока еще не видела, но не знаю. Вот, но димеризация, там, конечно, винилацетилен, а у нас прописывается словами, да? Пока они ее составят, эту формулу, тоже, что это вообще такое. Так что винильный радикал нужно проговаривать, начиная, я так думаю, уже когда мы диены проходим, да, что вот диен 1,3 много-много раз говорит, что это дивинил, записывать. Иногда можно на доске, прямо вот я записываю на доске, это что такое, посмотрите еще раз. В общем, помогать каким-то образом. Так, дальше. Ацетилениды. Ацетилениды, они щелочных металлов очень легко разлагаются водой. Тоже надо обратить на это внимание. А вот ацетилениды у нас с вами других металлов, таких как там дают там у нас меди, да, серебра, там взаимодействие идет у нас с вами с кислотами. Тоже очень часто встречается в ЕГЭ. Посмотрите. Из ароматических я не скажу, что там очень большая сложность есть, но я так думаю, что только окисление кумола. Окисление кумола до образования фенола и там у нас с вами, да, этого
ацетона, да, вот это вот тоже очень такой вот сложный для них вопрос. Дальше. Много раз мы повторяем, да, в спиртах, что такое у нас все-таки алкоголяты. И вот как-то все равно, что этилат натрия, что у нас с вами получается, да, ацетат натрия, для них все одно. Вот, то есть тоже на это обратить внимание. Алкоголята, может быть, еще как-то прописывать много-много раз вот эти реакции. Тоже очень тяжко дается. Потом, взаимодействие фенола. Значит, когда у нас фенол взаимодействует с гидроксидом натрия, у нас образуется фенолят натрия. Да? Фенолят натрия. Вот. Да, в избытке. Обязательно фенолят натрия. Потому что, когда начинают фенол получать, например, из галогенпроизводной, пишут фенол, да? А там у нас получается не фенол, там получается фенолят натрия. Обратите внимание. Реакция идет у нас в избытке. Дальше новое появилось. Сейчас тоже опять. Фенилацетат. Фенилацетат. Угу. Причем дети выходят на эту формулу в 35-м задании. Что такое фенилацетат, они никак понять не могут. Почему? Потому что там есть такой, есть. Записать фенилацетат приходится у нас, начиная с фенола, как бы удобнее. Правильно? Так ведь фенилацетат. Значит, у нас будет, что здесь у нас О, С, О, получается CH3. Вот так, да? Вот так. И дальше у нас вот там в 35-м задании вот этот фенилацетат, он при взаимодействии с гидроксидом натрия там дает у нас с вами 2 соли, да? 2 соли. То есть вот это уравнение реакции тоже нужно научиться прописывать. Хотя раньше я такого, например, тоже в ЕГЭ особо не видела. Там образуется ацетат натрия и фенолят натрия, да. Да, двойная соль. Там есть такая задача у Доронькина. Обратите внимание, потому что на самом деле очень много заданий у Доронькина, потом выплывают на экзамен. 2 соли там получается, да. Дальше. Очень сложно дается детям получение альдегидов и кетонов из дигалогенпроизводных. И туда же еще из тригалогенпроизводной у нас с вами образование карбоновой кислоты. Прям вот я не знаю, я прописываю тоже, наверное, через 3 урока, ну, даже практически на каждом факультете одно и то же, и все равно некоторые меня не понимают. То есть нужно нарисовать, надо показать, почему это так. Почему, когда у нас вот такая дигалогенпроизводная, вы нарисуете, вы не пишите просто уравнение реакции. Вот, вступает либо с водой, ну, они больше предпочитают, конечно, калий H, потому что они знают, что калий у нас с вами с хлором свяжется, да, значит, образуется 2 калия хлор. И вот дальше вот надо показать детям. Ведь у нас что происходит? Вот у нас с вами. Сюда вместо одного хлора станет 1 группа OH, да? И вместо второго хлора 1 группа OH. Но вы дальше проговариваете, не обязательно говорить почему, да, что у нас не могут быть 2 группы OH при одном атоме углерода. У нас идет очищение воды. И все видно, посмотрите, как все хорошо видно. Не очень удобно. Вот так. Убираем воду, да, и вот видно вот эта валентность, она прям разворачивается, видно, что получается кетон. Вы нарисуете прямо здесь, покажите. Да, получается у нас с вами кетон. Вот он, кислород, вот он, двойная связь развернулась. И здесь у нас водород, да? Ну, еще мы видим, что мы одну воду отменили. Вот. Ой, альдегид, да, нет, туда смотрим. Про кетон хочу сказать и говорю про кетон. Альдегид. А вот если бы у нас с вами была бы вот эти 2 галогена были бы серединочки, тогда бы получился кетон. Там все разворачивается очень хорошо. Когда у нас с вами 3 OH станут, там тоже видно. Вода отщепляется и получается у нас с вами кислота соответствующая. Да? Так, дальше. Очень сложная реакция у нас с вами. Сухая перегонка кальциевых солей, карбоновых кислот. Очень сложная реакция. Образование кетонов, да? Тоже обратите внимание. Ну, не знаю, у меня единицы справляются. Все равно как-то забывается. Дальше. Обратить нужно внимание на акриловую кислоту.
потому что она тоже появилась. Она тоже появилась сейчас, ЕГЭ, акриловая кислота, и показать, что она у нас кислота, мало того, что она у нас одноосновная, да, она еще и не предельная карбоновая кислота. Там у нас есть двойная связь, и все реакции, протекающие по двойной связи, естественно, они сюда, пожалуйста, и полимеризация, и присоединение, да, и обесвечивание перманганата, и там образование у нас с вами получается тоже соли такой интересной, правильно? Потом реакции замещения у меня путают. Все-таки заместители первого-второго рода надо проговаривать тоже. Направляют. Карбоксильная группа у них направляет не в то положение, куда надо. Причем научите детей не ставить куда попало. Пусть вот здесь будет первый углеродный атом. Они вот некоторые поставят сюда, а следующий как будто бы вот здесь положение. Да, вот это считают сюда. Они как-то вот путаются в этом. Пусть он будет всегда наверху, а не в бок куда-то. Вот учитель, видимо, показал в бок, и вот у них и пошло. И положение не то, которое надо. Так, дальше, следующая реакция. Ну, восстановление нитросоединений. Это способ получения первичных аминов. Очень сложно, ребят, очень сложно. Начинать не надо брать сразу анилин. Возьмите вы обычный какой-нибудь там, да, получение метиламина. Самого простейшего. Но самая, конечно, большая сложность здесь расставление коэффициентов. То есть пусть ребенок отдельно себе распишет, как выглядит у нас вот эта вот нитропроизводная, которая была в самом начале. Вот здесь они не могут посчитать никак степень окисления. Ну никак не могут. Ну, у меня, например, какие есть проблемы. Надо просто расписать. Значит, С, да, у С у нас с вами 3 связи заняты водородом. Пусть они нарисуют. Вот, 3 связи водорода. Одна связь занята чем? Азотом. А у азота у нас с вами еще должно быть что? 2 кислорода. Они, естественно, присоединяются вот таким образом, правильно? И вот потом, вот смотрите, кислород тянет на себя 1, 2, 3, 4, правильно? Все он тянет на себя, и азот он отбирает, правильно? Азот-то с этим согласен? Нет, конечно, он начинает отбирать у кого? У кислорода, правильно? Ой, углерода. Углерод конденсируется. Все это рассказать и показать. Они тогда на степень окисления выйдут. Так они не выйдут на степень окисления. Вот. Ну, кто хочет, можете, конечно, там взять и выучить этот коэффициент 7. У меня некоторые от 7 отталкиваются. 7 поставят, да, перед хлороводородом, и пошли, потом у них все хорошо получается. Ну, еще есть там, конечно, взаимодействие у нас с вами аминов с азотистой кислотой, там очень много всяких нюансов, да, но это все, естественно, есть в ЕГЭ. Очень у меня тяжело пишут гидрирование, например, сложных эфиров. Гидрирование сложных эфиров, там смесь у нас образуется спиртов, что-то как-то тоже очень тяжеловато, тоже можно посмотреть и обратить внимание. Гидрирование сложных эфиров. Вопросы такие есть, у Доронькина много таких вопросов, там, в этом, даже в первой части. Да. Там тоже покажите, там и двойная связь рвется у нас с вами, да, и разрывается у нас с вами связь между С и О. Надо все это показать, и тогда там смесь это красивенько выходит. Еще меня, конечно, попросили задачу, но я так думаю, это разговор на следующий раз. Да. Я думаю, что все устали, да? Задачи там, обратите внимание, задачи в этом году. В прошлом году появилась новая задача на кристаллогидраты. Вот. В прошлом году у нас, конечно, было частичное разложение, это уже было, мы уже были к ней готовы. Но в прошлом году у Доронькина в сборнике были задачи на электролиз. Будьте готовы, на электролиз. Там есть, можно вытащить в интернете, но до 5 задач я видела на электролиз. Все, спасибо всем за внимание. 34. Ага. Я по Кузнецовой. Углубленная Кузнецова только в 10-м, а так Рудзитис. Вот, а так углубленная. Ну, я вам честно скажу, очень всякое. Термодинамику. Так, в общем, да, в общем, не успеваешь. Программа очень насыщенная, все не успеваешь. Либо все углубления делать как положено, либо готовиться к ЕГЭ, я вам так скажу. Да. Потому что, 3 часа это очень мало.
И Там электронные где эффекты, наверное, тоже называются. Электронные эффекты. Нет, говорила, это говорила. Электронный эффект. Название рекомендую сдавать ЕГЭ там, где сейчас нам сегодня сказали. Покажите, какая проблема с написанием бензол. Мы сегодня с вами наблюдаем в эксперте, да? Бензол. Как рисуют дети бензол? И потом начинаются проблемы у них с замещением этого водорода, с расчетом молекулярной массы. Там То, что вот Вот это, вот они Нет, пишут, вообще да, сами они еще и кружок рисуют, и потом CH2. Вот, Может, CH2 я CH2 план. Вот у нас отдельно даже CH пишем, это Вот, дальше. и да, считаться. Да, они сейчас считаются. как только не пишут вот этот бензол по-разному. А мы не знаем. И когда проверка, да, мы вот сегодня видели При такие... проверке вот это балл будет Ошибка, заполнен. ошибка. Вот это ошибка. И там Правильно. же фиксация. Напишите правильно бензол, как мы должны. Да. видеть. Обычно просто Или не если они углерода. пишут, то от углерода к углероду связь должны идти. или даже Ну да. Нарисовать. Прямо входить в визуальную Да, вот тогда вот это правильно. А то они и цифру нарисуют, и рядом напишут, а потом считают, и все. Вот, все, да, закончили. Так получается, что повестка у нас сегодня исчерпана. 6-й выступающий у нас не подошел. Я хочу сказать спасибо всем, кто у нас откликнулся на просьбу. Хочу обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит. Я знаю, что вы все творческие люди, что у вас есть свои интересные программы, свои интересные наработки. Скажу некрасиво, но выходите из подполья и давайте сотрудничать. Если у вас есть предложения по вопросам следующего заседания, пишите мне на почту, есть адрес и мой телефон даже есть на сайте «Открытое образование». Спасибо за внимание. До свидания. Я слушаю вас так хорошо засвечивающим материалом. Ну там нет Есть. Давно вообще человечек. Я нашла потому что